Еще раз добрым утром нашим телезрителям. Хотелось бы напомнить наш WhatsApp номер 775-740-990. Если у вас есть интересные вопросы, пожалуйста, пишите, а мы попытаемся в свою очередь получить на них ответы. А у нас уже сегодня второй гость за сегодня, которого представит наш телег. Доброе утро, и у нас в гостях врач-ортодон Смаилов Касем. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите о том, как вы добрались, все ли хорошо, утро началось ваше? Да, все классно. Ну, давайте знакомиться. Я врач-ортодонт, чтобы люди понимали, кто это. Это человек, врач, который занимается именно исправлением прикуса. То есть, если зубы у вас кривые, я их делаю ровными. Вот так вот. Улыбку делаем еще красивее, милее, да? И жизнь намного ярче. Ну, этим и занимается как раз этим вы занимаетесь. Да. Ну и, наверное, сразу вам вопрос, какие люди к вам чаще всего обращаются, в каком возрасте? Потому что зачастую приходят наверняка студенты, да, которые... Так, ну смотрите, давайте я так скажу. Наверное, первое, то, что подумали про прикус, это брекеты. То есть, кому можно ставить брекеты, кому нельзя. Ставить их можно всем. Единственным противопоказанием для брекетов это отсутствие зубов. То есть, если у вас нет зубов, тогда вам как бы нечего выпрямлять. А так, большей части у меня, конечно, пациенты это дети. То есть в детском возрасте любую какую-то болезнь, которая начинается в детстве, неважно, это даже если не стоматология, любого профиля, ее легче исправить в детстве, чтобы потом не было у нас последствий во взрослом периоде уже, когда. Поэтому. Например, вот бывает же, что думают родители, ой, там вырастет, там отвезем, сделаем, покажем. Но есть ли какие-то ограничения возрастные, что после какого-то возраста становится уже тяжелее намного? Ну, такового нету, просто есть некоторые моменты у нас, когда именно скелетного класса. То есть, так скажем, когда у нас не сами зубы кривые, а сам, допустим, череп и сама челюсть такого размера, тем самым мы не можем исправить его, просто надев брекеты или поставив пластинки. А это уже никак не Это исправляется только хирургическим путем. То есть уже здесь практически пластическая операция идет. То есть многие пациенты, вот, допустим, ко мне приходят часто уже с установленными брекетами, и говорят, вот помогите мне исправить, но я вижу, то есть по самому профилю, по лицу, то, что здесь нужно делать саму операцию пластическую. Наивно думая, пациенты думают, что врач может им там исправить, они не могут исправить, и потом получается у нас осложнение. Поэтому хочу сказать, что вероятнее всего, чаще всего пациентам можно исправить брекетами, но бывают отдельные виды таких, мы не можем ничего сделать. Вот так. А вопрос такой вот, зачастую многие считают, что нам не нужно носить брекеты, нам не нужно ничего исправлять, потому что, во-первых, все это опять поползет с возрастом или с течением времени, допустим, если не носить капы или какие-то определенные дальнейшие там средства. И многие говорят, лучше оставить все как есть, потому что любое вмешательство, оно наоборот вредно. Как же вы считаете? Ну, я бы так не сказал бы. Но вот смотрите, если давайте скажем так, вот многие знают ортопедов, вот детских ортопедов, которые исправляют позвоночник. То есть, говорить то, что, вот, допустим, ортопеду, маленькому ребенку, у кого искривление позвоночника, оставь так, чтобы у тебя там, без вмешательства было. То есть это усугубится. Поэтому, если не вмешиваться, то у нас весь организм, он един. И, допустим, от позвоночника начиная и заканчивая, допустим, прикусом, это все вместе связано, то есть непрерывно. Если, допустим, не исправить позвоночник, то вследствие может такой момент быть, то что может у нас нарушиться прикус. Вот. И наоборот. То есть, допустим, приходит пациент, говорит, у меня голова болит, а у меня челюсть болит. То есть не из-за прикуса, не из-за зубов, чтобы вы понимали. И в итоге мы, когда начинаем уже работать непосредственно с прикусом, у них нормализуется уже и головные боли проходят, и вообще человеку становится удобно жить, да? То есть удобство. Вот. И наоборот, то есть исправив прикус, но не исправив, допустим, позвоночник, это все может обратно вернуться. Вот так. На самом деле стоматология, на самом деле медицина, она такая очень обширная, на самом деле, да. И хотелось бы отсюда лично вам задать вопрос, сколько лет вы уже в медицине и как часто вы проводите? Ну, так, смотрите, в медицине практически, в районе 10 лет уже. В районе 10 лет уже, да. Именно в плане прикуса самого, то есть, извиняюсь, ортодонтия, имею в виду, да, то есть именно в этой теме я уже давно. А где вы проводите? У вас есть частная клиника или как?
Но ортодонт, смотрите, это такая специальность, когда мы работаем во многих клиниках. То есть у меня определенные смены имеются в разных клиниках, то есть в районе 5-6 клиниках я работаю. Вот. То есть это не на поток поставленная профессия. То есть пациент осознанно уже приходит исправлять прикус, потому что у нас работа в долгую. То есть пациентом мы контактируем практически от полутора и до 2 лет, а то и больше. А вот вообще самое правильное ношение прикуса, брекетов, да, какой период должен быть? То есть самое лучшее? В среднем возьмем, это 2 года. 2 года. В среднем, да. А после действительно надо же тоже продолжить или как-то... Нет, продолжать не нужно, нужно приходить на контрольные осмотры. То есть как бы мы завершили, все нормально, так и должно оставаться нормальным. То есть, где-то 3-4 года пациенты потом ко мне приходят. Для контроля, просто для контроля, без вмешательств. А вот давайте вернемся к противопоказаниям. Все-таки вы сказали только те, у кого нету зубов, но может быть действительно есть люди, кому вообще прям запрет. Классно то, что я здесь, как раз вот сейчас многие видят. Первое, то, что скажу, брекеты не надо ставить неответственным людям. То есть те пациенты, которые, допустим, поставят и своевременно не будут приходить на визиты, не будут чистить зубы. То есть при брекетах, при ношении брекетов обязательно нужно чистить зубы. Это вот прям главный аспект. Потому что если не чистить, не брекеты портят зубы, чтобы вы знали, а портит налет, который собирается вокруг брекетов. Как раз вот мы затронули эту тему, и от нашего телезрителя есть такой вопрос. Конец 09. Говорят, брекеты портят эмаль. Вот опять что вы на это скажете? Смотрите, если работать по протоколу и все правильно делать, протокол, сейчас объясню, что это такое. Это когда мы при приклеивании самого брекета соблюдаем все нормы. То есть мы должны правильно очистить эмаль, то есть от налета, правильно обработать и приклеив. Используя все лицензионные материалы, ничего такого не будет. То есть брекеты сами по себе не портят. Телезритель, вероятнее всего, имел в виду то, что при ношении брекетов скапливается налет и портятся зубы. Но опять замечу то, что вокруг брекета портится, но под самим брекетом это не портится. А на эмаль это никак не влияет? Никак не влияет, абсолютно. Это, наверное, скорее всего, правильное ношение брекетов, да? Да, чистка. Чистка, да. Гигиена. А вообще самый минимальный срок ношения и самый долгий срок ношения, это сколько составляет? Минимальный срок это у детей. Когда, допустим, ребенок формируется, пик роста у него не настал, пик роста у нас в среднем заканчивается где-то в 15 лет, в среднем можно от 3 до полугода поносить пластинки, наверное, видели такие специальные. Дети носят, снимают. От 3 месяцев до полугода? От 3 до полугода, да, максимум поносить. И в дальнейшем уже проблем никаких не будет. А самое долго, это вот когда я пациентов подготавливаю именно, как я говорил ранее, хирургическим моментом. То есть когда уже прикус невозможно исправить, исправляют только операции. Вот тогда ходят до 4-5 лет. И такой, наверное, вопрос. Детки, у которых еще молочные зубы, однозначно им не стоит носить. И вообще, я думаю, это же противопоказано, да? Нет, брекеты, конечно, брекеты им нельзя носить. Брекеты когда ставятся, то есть с какого возраста? Да, вот с возраста, когда у нас все корни сформированы. Не зубы, корни сформированы. Когда корни сформировались, они у нас по-разному формируются. То есть приходит ребенок, допустим, там 10 лет, у него корни не сформированы. Приходит следующий ребенок 10 лет, у него все корни сформированы. Уходит первый пациент и говорит, нам еще рано ставить, и всем рассказывает, то, что в 10 лет еще рано. Понимаете? А второй пациент, у него все сформировалось, мы ему поставили брекет, он говорит, всем можно ставить. То есть, понимаете, индивидуально. И еще вот такой вопрос. Наверное, развейте вот этот миф. Скажите правду, до скольки лет растут зубы? Вот. Да, потому что многие говорят же, да, что в 14 все, уже потом не будут расти, если выпадут, то все. Ну да, нет, если выпадут постоянные зубы, то на этом все. Я вам так скажу, конечно, у нас поэтапно зубы прорезаются, как вы говорите, молочные. Молочные одним разом, они не падают. То есть у нас там сначала фронтальные, потом боковые зубы. Ну, где-то к совершеннолетию, в среднем, где-то 16 лет, уже все зубы должны быть свои. То есть дальше уже все. Ну, кстати, да, и не путать. Многие говорят, вот у меня зуб прорезается, зуб мудрости, вот часто вот вы слышали тоже, наверное. Он не прорезается, он сидит, но выходит, он может выйти и после 20 лет прорезаться. У всех все да, но я имею в виду, что зуб этот изначально он уже есть. Да, то есть понятие
прорезался и зуб вырос, это разное. И у нас такие еще вопросы. У нас прям очень много вопросов к вам поступают. Так, конец 08. У моего сына кривые зубы, ему 8 лет. Что надо делать, когда нужно исправлять неровные зубы у ребенка? Вообще к ортодонту самому нужно уже приходить где-то с 4 лет. То есть, да, нету постоянных зубов, да, еще все зубы не прорезались. Приходите для чего? Чтобы фиксировать развитие ребенка. То есть нужно смотреть, если у нас челюсть маленькая, в этом возрасте можем ее немножко расширить. Если у нас какие-то зубы растут криво, даже если это молочные, мы должны это все дело подровнять. То есть в процессе направлять. Не исправлять, а направлять ребенка. Да? Хорошо, я в этом момент... уже 8 лет уже пора приходить. Давно. И в этот момент я хочу напомнить наш номер WhatsApp 775 740 990. Если у вас есть также вами интересуемые вопросы, пишите. Конечно же, мы попытаемся получить на все вопросы ответ. А также у нас еще есть вопрос, я прочитаю. Дочь постоянно теряет пластинку в школе, поэтому носит ее нерегулярно, и зубы не выравниваются. Что сделать, чтобы дочь не теряла пластину? От нашего телезрителя конец 315. Вопрос такой неоднозначный. Дело не в зубах, как бы дело в потере, да, тут уже, как бы, ну, я не знаю, либо, ну, смотрите, такие моменты, конечно, бывают, к сожалению, все-таки дети у нас маленькие, неответственные, играются, забывают, покушают, в этом случае, ну, желательно, конечно, либо это дома носить, по большей части, то есть стараться, потому что в школе, если это пластинки тоже разные бывают, если говорить неудобно, то смысла в школе его носить нету. Поэтому лучше дома носить, чтобы не потерять. Мое мнение такого. И еще один. У нас, кстати, поступают очень интересные вопросы. Давай я пару из них еще прочитаю. Почему ортодонтическое лечение такое дорогое? Ну, давайте я вам так скажу. Смотрите, так скажем, сами по себе брекеты, они, конечно, недорогие. Вы понимаете. То есть идти к хорошему массажисту, вы же понимаете, что он руки не купил. Это руки у него есть. То есть, и, по сути, вы платите за знания. То есть за опыт, за знания врача. Поэтому, но в силу того, что все-таки само по себе лечение, оно долгое. Также хочу заметить, что у нас все оборудование дорогое. То есть для выравнивания зубов само по себе, кроме брекета, все инструменты, они дорогие. Плюс, ну, так у нас получилось. А средняя стоимость брекетов сколько составляет? Ну, это все зависит, конечно, от случая, но в среднем это от $500 и выше идет. В среднем это очень так вот, среднее. А если дорогое? Но это в районе, ну, там может... 1000 и больше, может да? быть, да, больше. Интересно, но я хочу заметить, это мы сказали про брекеты, это не про пластинки. Пластинки, они стоят там буквально 5000 сомов, это самая такая можно сделать. А пластинами взрослым людям тоже можно выровнять зубы? К сожалению, не всегда, потому что вы уже сформировались. Как говорят, вот все, вы берете вещь какую-то, вы больше не вырастете. То есть на вырост вы не берете уже после 18, так скажем. Поэтому также и с пластинками. То есть до определенного периода мы можем что-то исправить, потом уже все. Пластинки, по сути, ставят, чтобы расширить челюсть. Все. То есть там особо ничего так не подровняешь. И вопрос такой, например, вот у меня много знакомых, они говорят, что это очень болезненный такой именно процесс, потому что, во-первых, первая неделя она адская, там действительно все болит, и насколько действительно болезненный этот путь, может быть, есть какой-то более щадящий, легкий вариант? Ну, смотрите, давайте так скажем, вот брекеты, они не делятся для взрослых, для детей, это все одинаковые. Поэтому та нагрузка, которую я использую для детей, ровно такую же нагрузку в начале я использую для взрослых. То есть, по сути дела, сейчас я поставил брекеты 10-летней девочки и поставил вам. Нагрузка одинаковая. То есть выдерживает ребенок, вы держите его. Вот по такому принципу. То есть силу мы очень мягкую. То есть очень мягко. Поэтому и лечение такое продолжительное. А вот еще такой вопрос, связанный, наверное, больше с дикцией. При изменении прикуса может ли измениться дикция? То есть конечно, человек может начать шепелявить или нет, наоборот это исправляется, потому что когда у нас, допустим, пациенты приходят с промежутками между зубов, так скажем, щели. По-русски сказать, щели. То есть, когда мы собираем, уже, ну, понимаете, да, то, что разговаривать уже намного удобнее пациенту. Да, так скажем. Вот, поэтому дикция только улучшается. Но в процессе лечения дикция может нарушиться из-за брекетов. В начале. Потом, опять же, пациент привыкает.
А вообще привыкать к брекету, это довольно сложно? Ну, в среднем это неделя максимум. Неделя, через неделю Да. уже человек Я вот привыкает, все, что да? сейчас говорю, я говорю это при правильном подходе. Сейчас, наверное, пациент какой-то смотрит, я уже ношу месяц, у меня все болит. То есть это зависит конкретно от случая, от врача. То есть, А Ну не и бывало? запущенности, наверное, да? А не бывало ли такое, что человек вот в том случае вашем, говорю, поставил брекеты, потом приходит через время, говорит, нет, мне не привыкать, мне больно, мне неприятно, уберите мне. Снимайте. нет, Да? такого не было. Такого не было, да, в вашем случае? Нет. А То есть мы такое вообще подходим к бывает? каждому. Такое, ну, наверное, бывает. Не знаю. Бывало такое, то, что пациент может уехать куда-нибудь за границу и говорит, раньше времени снимать. Ну тогда, конечно, мы ничего не можем, просто снимаем и все. Ну тогда процесс лечения прекращается. Прекращается, верно? И да, там может уже опять обратно всё все. Да, идти. может, да. У нас от наших телезрителей поступают вопросы, и один вопрос от нашего телезрителя с концом 275. Такой вопрос. Если брекет не подходит, есть другая альтернатива? Да, есть такая альтернатива, это элайнеры, то есть это прозрачная капа. Видели, как у боксеров одевали? То есть это примерно, но это тоненькая и прозрачная. Это просто пластмасса, так скажем, ее изготавливают по компьютерной технологии, сканируют все и просто моделируют ваш прогресс лечения таким образом, то что эти капы меняются со временем на следующий, и просто моделируют весь ход лечения. Вы одеваете одну, она вам немножко так туго заходит, потом вы меняете другую, и вот так постепенно ваши зубы выравниваются. А что дешевле обходится и какое лечение Конечно, более... брекеты. Дешевле, да? Так скажем, элайнеры, вот эти капы, они более автоматизированы. То есть практически там очень так часто я вмешаться не могу на ход лечения. То есть как запланировано, так оно идет. При брекетах, как скажем, на ручном управлении это все могу исправить в любой момент. А которые более действующие? Ну, по мне, это брекеты. Брекеты, конечно. да? Да, я не буду сейчас, вот как-то, знаете, вот многие врачи любят, там, ну, я не знаю, там, нет, я знаю, я работаю. Поэтому для меня брекеты лично. Брекеты намного эффективнее, да? Да, да, это во всех случаях. А при элайнерах не во всех случаях. Вот так вот. И вопрос, наверное, немножечко не по вашему профилю, но такой актуальный и интересный. Что касаемо виниров. Вот, это же, наверное, такая очень... Ну, во-первых, это дорогостоящая процедура. Во-вторых, Да, это такое очень... И вредное, мне кажется, но и такое крутое. Ну, смотрите, потому что после этого... показания должны быть, четкие показания. Допустим, человека, когда удалили нервы, ну, зубов, знаете, наверное, так, да? Зуб начинает питание получать. Все, питания нету, зуб начинает чернеть. Это прямые показания к виниру. То есть не путать коронки и виниры. То есть коронки это когда зуб полностью оттачивается и вам ставится такой металлический колпачок, покрытый керамикой, допустим, да? А виниры это ваша эмаль, только полностью стирается и ставится прозрачный такой под цвет вашего зуба пластиночка. То есть маленькая пластиночка, еле заметно. Это винир. Не обточенный зуб, коронка. Это коронка. А винир. Виниры ставят также и на живые зубы. То есть, если хотите поменять цвет. Ну, Это, то есть кстати, это чисто визуально больше, да? Да. Ну, Нет, ясно. тут просто, и вот, знаете, как вам скажу, многие получить? пациенты хотят ставить себе виниры, когда у них там цвет им не нравится. То есть в норме цвет немножко желтоватый, это норма. Поэтому вы не должны, многие говорят, я хочу прям белый. Белые зубы это не смотрится естественно. То есть у нас немножко, видите, с запада приходит, мы такие прям хотим белые. Голливудская улыбка. Да, голливудская улыбка. И это, когда я вижу, это выглядит неестественно. То есть в медицине то, что естественно, это красиво. Хорошо, будем знать. Да. Максимально естественно. На самом деле сейчас очень, вот как раз про эту тему немножко поговорим. Часто приходят и говорят, да, вот я хочу сделать, просто вроде смотрите ровные, хорошие, красивые зубы, но они хотят из-за тона уже немножко изменить форму зуб. А вот касательно этого, ее нужно тоже постоянно ухаживать за ними или... За винирами? Да. Или Ну, бывает, что ты поставил, и ты там уже ходишь как со своими. Ну нет, на осмотры надо приходить. Так же, как и после брекетов. Раз там в полгода, ну я точно не могу вам сказать, но в плане то, что за ними особый уход нужен, нет. Это точно такой же зуб. А у них срок годности какой, если Ну, вы по примерно? идее, это должно быть пожизненно. То по есть идее. один раз и навсегда? Ну, по идее, да. Но в среднем это 15 лет. То есть, Ого. видите, гарантия есть на работу, но мы не можем дать гарантию на образ жизни. Вот так вот. Ясно. И вопрос, вернемся опять к вашему профилю уже более углубленно.
Когда мы одеваем брекеты, когда мы носим брекеты, нужна определенная зубная паста и определенная зубная щетка, верно? Да, да, определенная зубная щетка, конечно, дополнению к вашей зубной щетке есть маленькие ёршики, чтобы эти все мелкие промежутки нужно прочищать, и, конечно, это ирригатор. То есть ирригатор это такой, знаете, как водный пистолет, вы видели? Вот он брызгает водой, то есть тем самым вы направляете просто в ротовую полость и вымывает все. И сейчас, наверное, стало очень интересно, да, как раз на эту тему затронули. Вы можете сейчас, как пару примеров, да, например, то же самое детям и взрослым, как правильно чистить зубы? И для чего она нужна? Просто сейчас вот так на примете показать. Ну, смотрите, чем чаще, тем лучше. То есть, когда... Здесь можно прям 5 раз мыть. Ну, смотрите, вот, как бы, вот, понимаете, я больше приближенный так человек к народу, потому что я говорю как есть. Многие стоматологи говорят, что нужно чистить после еды. Ну, представляете, вот утром проснулся, как можно вот не почистить зубы и идти есть? То есть, это неприятно. Поэтому, желательно, конечно, почистить до, а после хотя бы сполоснуть. То есть, именно как чистить. То есть, не нужно чистить прям вот, знаете, как будто вот вас сзади вас гонят, там очередь, и вот нужно просто это делать спокойно. То есть поступательным движением вверх-вниз и круговыми движениями. Все, этого достаточно. И чистить каждый зуб в отдельности. И чем дольше, тем лучше. Все, то есть вот так вот. В целом, в среднем, чтобы правильно чистить, уходит 5 минут, да? Не, минуты 3 достаточно. Минуты 3 достаточно. А вот насчет именно зубной пасты, сколько из тюбика нужно выдавливать? Потому что наша реклама вообще, в принципе, они всегда говорят, что нужна такая красивая полосочка длинная. Тут смотря по бюджету, как хочешь, так и дави, да. Нет, а просто вот как бы это же тоже вредно для наших десен или нет? Да нет, я бы не сказал. Нет, не вредно. Кстати, зубную щетку желательно менять раз в 3 месяца, хотя бы. То есть не ждать, пока она прям превратится в ежика. Вот своевременно менять. Когда видим то, что ворсинки уже все, они стали острыми, вот тем самым вы травмируете десна. Вот тогда уже надо менять. И такой еще у нас очень интересный вопрос относительно, скорее всего, я так поняла, детей. Чтобы зубы не были кривыми, какую нужно профилактику? Ну, видите, тут такой момент. Есть понятие генетика, то есть предрасположенность. Приходит пациент ко мне недавно, маленькая девочка, отец стоит, то есть зубы кривые, челюсть большая. И он говорит, почему у нее возникло, я не пойму. Ну, понимаете, да, как бы, и не можешь прямо так сказать, но намекаешь, что это генетика. Поэтому если по наследству, это тоже может передаваться. Не во всех случаях, но чаще всего. Да, и вот чтобы зубы были ровными, надо за молочными зубами ухаживать. И не нужно за них держаться до последнего, лечить. Когда уже стоит молочный зуб и начинает постоянно зуб сбоку лезть, этот зуб уже надо убирать, чтобы прорезался постоянный зуб. Многие ходят, говорят, вот я чем дольше буду ходить с молочными зубами, тем лучше и позже у меня будут постоянные зубы. Качественнее будет. Да, качественнее якобы. Это хорошая тема. Так, у меня просто 2 деток, поэтому я сейчас более углубленно. Поэтому есть определенно, в интернете можете. Время прорезывания и время, когда зубы будут молочные уже смена. То есть просто прям в гугле прям напишите смена молочных зубов. Все. То есть подходите к ребенку, взяли пальчиком, руки помыли пальчиком, посмотрели, у него шатается. Все. Смотрите, сбоку лезет. Все. Это первый сигнал тому, что надо зубы убирать. Вот правильно то, что раньше, я, кстати, очень часто слышала, конечно, к счастью, в моем опыте такого не было, но, например, у ребенка молочный зуб там вырывают там, руками сами родители, там, без помощи врача, вот так вот вырывают просто молочный зуб. Это, как вы к этому относитесь? Так как молочный зуб сам уже по себе, он растворяется, так скажем, корнями в десне, к своему, когда уже все полностью, он уже начинает падать, то есть он может выпасть, чтобы ребенок его не проглотил, не подавился, лучше его самому удалить. Да. Ну, конечно, это лучше. Нормально, да? Да, абсолютно нормально, конечно. Еще такой... Он может яблоко укусить, и зубик может в яблоке остаться. Но это нормально, понимаете? Еще такой вопрос, прошу прощения, именно так же с деток касаемый. Сейчас есть такая вот, я не знаю, процедура серебрить зубы. Полезно это, важно это, не нужно? Ну, не во всех, но можно сделать, да, в принципе. Как и герметизация фиссур, серебрение, это все как бы в один
И оно вот как бы это наносят средство такое черного цвета, чтобы не у нас зубы кариесом не покрывались, якобы так вот. Поэтому как дополнительная защита. Якобы, значит, это не очень. Ну нет, это не то, что. Ну смотрите, если вы не будете чистить, и вам ни серебряние ничего не поможет. Вот поэтому это как бы дополнительно, просто. И вопрос такой, вот со скольки лет надо уже начинать деток, то есть мыть зубки, заставлять, чтобы чем раньше, тем лучше. Вот прям, ну я не знаю, с 1,5 годика уже можно начинать. Это в реальности говорю. Конечно, как первые зубы порезались, надо учить. Ну это нереально, просто грудничкам там стараться чистить зубы, это очень сложно, поверьте. Так, у нас вот вопросы. Как вам попасть на прием, адрес и телефон? Так, мой номер телефона записываем тогда. Да. 0551 411 335. Вот. А как вам попасть на прием по телефону? Да, по телефону, да, спокойно. Да, я сам. Инстаграм у меня, ну, у меня, видите, фамилия Смайлов. То есть у меня также Smile Dentist. То есть. Да, у меня так фамилия совпала с моей профессией. У моего ребенка шель между передних зубов. Что необходимо делать? От наших телезрителей такой интересный Смотрите, вопрос. у нас есть такая вещь над губой. Это уздечка языка. То есть уздечка вот здесь, над губой. То есть как снизу, так и сверху. То есть она не объяснила, сверху или снизу? Сверху. Сверху, да? Нет, извините, она сказала передних зубов просто. Просто Ну вот надо будет понять мне, нижней или верхней челюсти. Поэтому, ну чаще всего верхней у нас есть уздечка. То есть если эту уздечку немножко надрезать, у нас со временем зубы сойдутся. То есть нужно к детскому хирургу сходить и проверить такой момент. Вот это совет. Это действующий метод, да? Я можно сейчас кое-что еще скажу? Да, смотрите, то есть когда пациент приходит к любому врачу, самое главное, чтобы врач говорил как есть. То есть нравится, не нравится, не нужно. Вот многие сейчас молодые врачи, может, нас смотрят, я не знаю, там ортодонты, кто-то терапевты. Мой совет, чем правдивее будет консультация и прием, тем лучше будет для пациента. Я с пациентами всегда стараюсь говорить оно как есть. То есть неважно, пациенту нравится, не нравится. На верхних зубах. Обратно? Да, это дополнение к вашим. Ну, здесь нужно разбираться. Либо челюсть большая, либо опять же уздечка. То есть, ну, это норма расположения. Норма. А брекетами это мы тоже можно исправить? Не всегда. Не всегда. Нужно будет смотреть. То есть мы сузить челюсть не можем. То есть сузив челюсть, можем нарушить наш сустав. Сузить не получится, но... Закрыть, допустим, реставрацией можно, ортопедическим путем. Но если эта щель приобретенная, тогда мы можем закрыть брекетами. Вы не могли бы еще раз, тут у нас ваш адрес, номер телефона спрашивают. Адрес Бакамбаева, 101, номер телефона 0551 411 335. И в этот момент хотелось бы наш номер тоже напомнить. Если у вас есть еще интересные вопросы, пишите, задавайте. А мы вот так будем получать на ваши вопросы ответы. 0775 740 990. Вы также видите его на своих экранах. И вопрос еще такой. Ну вот, раз мы заговорили о щели, конечно, я не спорю, что всегда у каждого человека все индивидуально, но как раз именно у моей знакомой была такая проблема. И, к сожалению, может быть, ввиду плохого врача, ей сделали надрез этой уздечки, и, к сожалению, наоборот, ухудшилось обстоятельство, и разошлись зубы еще больше. То есть щель и между зубами уже появились. Ну, значит, была не проблема не в уздечке. Это все-таки значит, надо было по-другому что-то было. Другой момент. Кстати, вот хочу сказать телезрителям, что лучшая инвестиция – это ваше здоровье. То есть, вот если вы будете вкладывать в свое здоровье вас не подведет, и вы больше добьетесь чего-то в жизни, если вы будете вкладывать в свое здоровье. То есть себя любить надо. Вот честно скажу, потому что у нас, видите, как тоже многие пациенты приходят, я говорю не про детей, я говорю про взрослых, они всю жизнь так сильно работают, потом остаются практически без зубов, так скажем, не в силу того, что они не могут вылечить, а просто откладывают, и уже когда приходит такой прям, вот знаете, пик, они начинают приходить и начинаем все исправлять. Это, в принципе, у народов, у всех так. Да, это у нас так менталитет, у нас менталитет так сложен. Пока ты в больнице не да, как говорится, у нас есть две болезни. Да, и все. Еще рано или уже поздно. Лучше вовремя лечиться, да?
Кстати, вопрос касаемый именно отсутствия зубов. Смотрите, вот, допустим, человек хочет исправить свою челюсть, да, свой прикус, но, к сожалению, там есть конкретные выпады, да, в зубах. Как быть в этом случае? Ну да, смотрите, когда зубы удаляются и проходит какое-то время, зубы начинают смещаться в сторону промежутков. Да, то есть они начинают в первую очередь наклоняться, а потом уже начинают двигаться. То есть приходят ко мне, я ставлю все по местам, ставят либо коронку, либо имплантат. Да, и после уже у вас начинается нога. И там уже нет никаких, да, вредных? Нет. Все будет так конечно, красиво, ровно? Да, конечно. Ясно. А еще как раз вопрос мудрых зубов. А есть ли вероятность, что они вообще не прорежутся никогда, останутся там? Да, есть. Это все индивидуально, конечно. Если размер челюсти он маленький и зачатки зубов стоят, то есть они могут никогда не прорезаться. Они могут не сформироваться даже. И удалять их не нужно? Все в порядке? Если они никаким образом не мешают, нет. Такой вопрос. Пишет: здравствуйте, у сына молочный зуб снизу. Сначала выходил как один и так дальше разделился на два. Нормально ли это? То есть корень один, но два зубика. Что-то как-то немножко... Давайте я попробую. Один зуб вышел, но два корня имеет? Но на центр, нет, наоборот, видимо. Есть один корень. Есть корень один, но два зубика. Ну да, такой момент, такое бывает. Мне недавно пациент тоже приходил. Да, был один корень, но два зуба. Но по сути это два корня. Просто зубик большой, да. Просто они, так скажем, соединились. Ну, по непонятным причинам тут уже нужно разбираться. Как бы мы не можем туда уже там понять. Но в этом случае как бы это не норма, и нужно с этим разбираться. Потому что соседние зубы должны вставать на свои места. Тут просит еще раз ваш номер телефона. Если вам не сложно. Так, 0551 411 335. И какой совет вы бы хотели дать также так и детям, да? И так и для взрослых? Детям хочу сказать, лечите зубы с детства, потому что за вас будут платить пока родители, поэтому лечите. Поэтому это дешевле, это проще. Чистить зубы своевременно. И родителям хочу сказать, чтобы они приходили тогда, когда никогда сами увидели, у него кривые зубы, надо его отвести, а просто на профосмотры. Просто на профосмотры. Да, спасибо вам огромное. Мы благодарим вас за такую беседу. Было очень много вопросов, как от нас, так и от наших телезрителей. Поэтому вы очень подробно и ярко рассказали обо всех проблемах, с которыми могут столкнуться люди. Поэтому мы бы хотели напомнить, что сегодня в гостях у нас был врач-ортодонт Смаилов Касен. Вам большое спасибо, что уделили время и поделились очень важной информацией. Вам спасибо, то, что вызываете врачей, делитесь, да, потому что часто она забывает.